Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Россия мстит за сбитый бомбардировщик и своих погибших военных. 12 ракетных залпов с кораблей в Средиземном море по сирийским союзникам Турции в районе падения Су-24. Эрдоган говорит, что его ВВС не знали, что самолет российский. Наши военные не знали принадлежность самолета. Стало понятно, что он российский только после того, как Россия сама это признала. Между тем, один из пилотов сбитого Су-24 жив. В ходе операции по его спасению от огня повстанцев потерян вертолет и погиб российский морской пехотинец. Он спасен, это штурман. Он находится на нашей, думаю, что уже находится на нашей базе. Кыргызская милиция несет службу в усиленном режиме с тех пор, как президент Атамбаев поддержал политику Российской Федерации в Сирии. На сегодняшний день внутри страны мы сами должны навести порядок. Вычеркнуть Холокост. Власти Ростова-на-Дону отняли мемориальный статус у места самого массового расстрела евреев нацистами в России. По различным оценкам, под этими холмами покоится прах 27 тысяч человек. Новость последнего часа. Российские вооруженные силы провели ракетный обстрел той части сирийской провинции Латакия, где 24 ноября упал сбитый Су-24. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на представителей повстанцев и правозащитников из Syrian Observatory for Human Rights. Ракеты были выпущены с российских кораблей, стоящих в Средиземном море. Всего было сделано 12 ракетных залпов. Источники агентства также сообщили о происходящих в Латакии ожесточенных боях между повстанцами и правительственными войсками, которых с воздуха поддерживает российская авиация. Запад никак не может прийти к общему мнению по инциденту со сбитым российским бомбардировщиком. Представитель Госдеп США сообщил на условиях анонимности источнику агентства Рейтер, что российский самолет Су-24 был сбит над территорией Сирии. В воздушное пространство Турции он залетел всего на 17 секунд, и этого времени было недостаточно для предупреждения о нарушении. По словам чиновника, этот вывод основан на выявленной тепловой подписи истребителя. Информация из Белого дома полностью противоречит позиции НАТО по действиям Турции. Накануне в ходе экстренного заседания в Брюсселе, созванного по инициативе Турции, представители НАТО много часов пытались сформулировать свое отношение к произошедшему. В результате генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о подтверждении турецкой версии событий Су-24. Турция сообщила нам о сбитом российском военном самолете, который нарушил ее воздушное пространство. Я уже выражал свое беспокойство по поводу последствий военных действий Российской Федерации близ границ НАТО. Это подчеркивает важность наличия и соблюдения мер, которые бы позволили избежать подобных инцидентов в будущем. Мы солидарны с Турцией и поддерживаем территориальный суверенитет нашего союзника по НАТО. Тем временем на происходившей параллельно с совещанием НАТО встрече президентов США и Франции Барака Обама и Франсуа Олланда оба лидера заявили, что они, признавая право Турции на защиту своего суверенитета, готовы сотрудничать с Россией в борьбе против ИГИЛ. Если Россия сосредоточится на борьбе с ИГИЛ, подобные ситуации не повторятся. Между тем, президент Турции несколько изменил свою позицию по действиям турецких ВВС. Теперь он уже не столь категоричен. В своей речи Реджеп Эрдоган с одной стороны назвал инцидент Су-24 защитой безопасности страны и, цитата, «прав наших братьев». С другой, со слов Эрдогана, турецкие военные не знали, какой именно стране принадлежал сбитый ими самолет. Он также сообщил, что от обломков сбитого бомбардировщика пострадали 2 турецких граждан. Других подробностей он не дал. Мы не хотим эскалации инцидента. Мы только защищаем свою безопасность и права наших братьев. Некоторые части самолета упали на турецкой территории и ранили 2 наших граждан. Наши военные не знали принадлежность самолета. Стало понятно, что он российский только после того, как Россия сама это признала. В свою очередь, президент России Владимир Путин объявил, что произойдет резкое усиление группировки российских войск в Сирии. Туда будут дополнительно направлены несколько тысяч специально подготовленных военных. Также в Сирии будет развернуто сразу несколько современных систем ПВО, которые позволят взять под контроль все сирийское воздушное пространство. В помощь группировке в Сирию отправится флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва». Что касается мер по обеспечению безопасности полетов нашей боевой авиации в Сирии. Объявленных вчера предложений недостаточно. Мы обсудили это с утра еще с руководством Министерства обороны в Сирию на нашу
военно-воздушную базу будет переброшен комплекс противовоздушной обороны С-300. Также Путин внес ясность по поводу судьбы пилотов сбитого Су-24. Он сообщил, что штурман Константин Мурахтин жив. Он спасен спецподразделениями российской и сирийской армии и доставлен на базу Хмейми. Второй пилот Олег Пешков погиб. Его расстреляли еще в воздухе во время полета на парашюте после катапультирования. Президент присвоил ему звание Героя России посмертно. Он спасен, это штурман. Он находится на нашей, думаю, что уже находится на нашей базе, на аэродроме. И ему, так же как всем другим участникам операции, в том числе и операции по спасению, будут присуждены государственные награды. Министерство обороны вышло с этим предложением. Командир корабля будет награжден звездой Героя Российской Федерации посмертно. Вы видите кадры, показанные практически всеми мировыми телеканалами. На них сирийские повстанцы пытаются расстрелять с земли катапультировавшихся российских пилотов. Сразу же после падения самолета несколько группировок боевиков заявили о том, что им удалось убить обоих летчиков. Звучали также заявления, что повстанцам удалось пленить одного из них. На этих кадрах, подлинность которых подтверждена агентством Рейтер, боевики демонстрируют тело погибшего пилота, не скрывая своей радости. Но, как следует из заявления президента Путина, второй пилот Су-24 фактически не пострадал, хотя операция по его спасению длилась 12 часов. Позднее стало известно, что в ходе поисково-спасательной операции на месте падения Су-24 в Сирии Россия потеряла еще и один вертолет. Во время посадки вертолет был расстрелян боевиками при помощи противотанковой ракеты. Вы видите кадры того, как это произошло. Погиб российский морской пехотинец, контрактник Александр Пазынич. Он также представлен к награде Орден Мужества посмертно. В Москве у посольства Турции происходят массовые хулиганские действия возмущенных граждан. Ночью здание посольства было закидано камнями, выбиты стекла, а с утра собравшиеся стали закидывать посольство яйцами. Милиция никак не может успокоить митингующих. Их довольно много. Они скандируют и называют турецкие власти убийцами. Наш корреспондент тем временем поговорил на улицах Москвы с ее жителями. Мы вышли на улицы Москвы для того, чтобы спросить у россиян, что они думают об этом инциденте, считают ли Турцию врагом, готовы ли отказаться от турецких товаров и от отдыха в этой стране, а также каких действий они теперь ждут от правительства Российской Федерации. Кто виноват? Да. Да дураку понятно. Деньги. Деньги? Какие деньги? Ну, простые деньги, которые в мире крутятся. Конечно, Турцию. Турция? А может даже и Америку. А почему вы так считаете? Все же оттуда. Голова там. Кто виноват в ситуации, в инциденте с сбитым российским бомбардировщиком в Турции? Америка. Почему вы так думаете? Ну, потому что Турция не смогла бы решиться на такой шаг с благословения, как говорится, свыше. Первое думая о родине, потом о себе. Был такой девиз. У нас немножко перевернулось, но, может, мы встанем на нормальные свои ноги. Вчера я сказала «до свидания, Стамбул». Ну, то есть наших заказали за... Ну, это провокация. Как считаете, кто виноват? Летчики, наверное. Какие? Все. Все летчики? Конечно. А вы готовы? Не умеют управлять. Надо управлять. Российские туроператоры прекратили продажу путевок в Турцию, в том числе через третьи страны. Такие рекомендации в связи с высокой террористической угрозой дали МИД России и Ростуризм, который поддержал президент Владимир Путин. Продажи путевок в Турцию также приостановлены в Казахстане, Беларуси и Украине, где находятся официальные представительства российских туроператоров. После крушения российского лайнера А-321 над Синаем были прекращены полеты в Египет из Казахстана. В целом, центральноазиатские, в частности казахстанские туроператоры говорят, что массовая эвакуация российских туристов из Турции может благоприятно сказаться на их бизнесе, так как турки неизбежно снизят цены на путевки и тем самым повысится поток туристов из региона. Опасаются туроператоры только того, что власти под давлением обязательств отменят авиарейсы в Турцию. И мы видели все, как все было с Египтом, как разворачивалось все с Египтом, как быстро наши тоже отреагировали и запретили, так скажем, летать нашим туристам в эту прекрасную страну.
И надо не забывать еще один факт. Мы все члены ОДКБ, единой организации, где основой является безопасность граждан. И если одна из участниц считает, что безопасность под угрозой, то все другие вполне могут последовать ее примеру. Тем временем на курортах Египта, откуда были вывезены около 90 тысяч российских туристов, складывается катастрофическая ситуация. С уходом россиян и британцев Египет потерял более 40% отдыхающих и, соответственно, сотни миллионов долларов доходов. Дарья Соловьева продолжит. Пражский регулярный рейс, вылетающий в египетский Марса-Алам, заполнен под завязку. Чешские туристы ежедневно без лишнего страха отправляются греться в Арабскую Республику. Но несколько сотен чешских отдыхающих слишком мало, чтобы заполнить тысячи отелей на берегу Красного моря. Пляжи Египта непривычно пусты. И это несмотря на то, что сейчас здесь высокий сезон. Ноябрь, декабрь и январь – время, когда местные отели делают практически половину годовой выручки. В первую очередь благодаря туристам из России. Но через несколько дней самолеты вывезут последних россиян с Красного моря. Когда они смогут официально вернуться, неизвестно. Каждый месяц запрета полетов из России, по данным египетских властей, будет стоить Арабской Республике 280 миллионов долларов. До катастрофы над Синаем Египет рассчитывал к концу года принять около 10 миллионов иностранных туристов, минимум 4 миллиона из которых должны были прилететь из России. Сейчас средняя заполняемость отелей не превышает 20%. Убытки уже вызвали волну увольнений. Остановлено строительство новых комплексов. Особенно плохи дела у пятизвездочных отелей. Их постояльцами в подавляющем большинстве были россияне. Роскошные здания стоят пустыми. Если идет маленькая заполняемость отеля, то отель, да, свою деятельность может приостановить, в том плане, что персонал сокращают, отправляют домой, там в отпуска, либо увольняют. Вопрос даже не столько в какой-то одной национальности, просто от этого ажиотажа страдают все, потому что перестали ездить русские, остальные тоже боятся. Впрочем, боятся далеко не все. Да и прекращение авиасообщения для некоторых вовсе не причина отказаться от отпуска. Отдыхающие уверены, совсем скоро россияне вернутся на египетское побережье. До марта временное явление. А потом никто не запрещает вам прилететь сюда самому, забронировали отель через Прагу, пожалуйста, регулярными линиями. Но если я захочу прилететь сюда, мне правительство не указ. Если уже ведут выездные визы, тогда да. Чтобы избежать глобальных убытков, Египет экстренно запустил обширную рекламную кампанию. Ее цель – привлечь туристов из самого Египта, других арабских стран и Северной Африки, а также убедить европейских отдыхающих в том, что опасность им не грозит. 72% туристов приезжают в нашу страну из Европы. Германия не прекратила авиасообщение с Египтом, и потому мы намерены направить все наши усилия на немецкий рынок. Активные кампании по привлечению туристов начались также в Италии и Испании. За 2 недели из Египта было вывезено почти 90 тысяч российских туристов. 140 тысяч путевок, уже купленных россиянами, аннулированы или заменены на другие направления. Срок возобновления авиасообщения пока не называется, но Аэрофлот уже заявил, до 27 марта самолеты из России в Египет летать точно не будут. Дарья Соловьева, Эльдар Ализаде. Настоящее время. Египет. Далее в программе. Кыргызская милиция несет службу в усиленном режиме с тех пор, как президент Атамбаев поддержал политику Российской Федерации в Сирии. На сегодняшний день внутри страны мы сами должны навести порядок. Вычеркнуть Холокост. Власти Ростова-на-Дону отняли мемориальный статус у места самого массового расстрела евреев нацистами в России. По различным оценкам, под этими холмами покоится прах 27 тысяч человек. С тех пор, как в Париже случилась серия терактов, милиция и спецслужбы в Кыргызстане перешли на несение службы в усиленном режиме. Опасения экспертов и обычных граждан подогревает и то, что Кыргызстан поддержал военную операцию России в Сирии. Подробности в материале Джибек Бегалиевой. Усиленный режим службы бишкекские милиционеры несут с тех пор, как в Париже произошли теракты. Наготове сейчас все службы МВД. Совпадение это или у людей просто не выдерживают нервы, но сообщения о якобы заложенных бомбах стали поступать в правоохранительные органы очень часто. На прошлой неделе едва не эвакуировали постояльцев единственного в Бишкеке пятизвездочного отеля. За бомбу приняли картонную коробку, стоящую у входа. Взрывные устройства искали в кинотеатрах и в других общественных местах. Граждане нашей страны оказывают бдительность, и они сообщают о любых подозрительных вещах
Мы просим, что граждан, любая информация, любая подозрительная вещь, чемоданы, мешки и другие, просим сообщить по 102, и мы будем принимать все необходимые меры, которые занимается МВД и ГКНБ. Войну Кыргызстану ИГИЛ пока не объявлял, но это единственная в регионе республика, которая публично поддержала военную операцию России в Сирии. В этой стране, кстати, только по официальным данным находится свыше 500 кыргызстанцев. Некоторые из них время от времени передают землякам видеопослания. Молодого человека кыргызстанские спецслужбы опознали быстро. Это Аскарбек Бакыбеков. Ему едва за 20, а юноше известно, что за границу он уехал в прошлом году изучать арабский язык. Сколько сочувствующих исламским радикалистам остались в стране, эксперты предполагать боятся. Большое количество поддерживающих, где-то подпольно, скрытно ведущих экстремистскую деятельность внутри страны еще достаточно. И имеющих тесную связь с другими членами террористических организаций, имеющих тесную связь со своими родственниками, близкими, родными и друзьями, которые выехали из страны и воюют в Сирии, это тоже имеет обширный круг. Поэтому на сегодняшний день внутри страны мы сами должны навести порядок. Для руководителей частных охранных агентств в ГУВД столицы провели что-то вроде тренинга. Рассказали, что такое ИГИЛ, и объяснили, что меры безопасности в общественных местах следует усилить. В первую очередь, предупреждает МВД, это касается крупных торговых центров и рынков. Дюбек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Змеевская балка – самое крупное место в России массовой казни евреев времен Холокоста. Здесь покоится прах, по различным оценкам, более 27 тысяч человек. Однако власти Ростова-на-Дону убрали слово «Холокост» со всех мемориальных табличек в Змеевской балке. Также до сих пор не все имена погибших восстановлены. Елена Романова о памяти, которую пытались стереть. Имя знаменитой ростовчанки Сабины Шпиль-Рейн, одной из первых психоаналитиков России, ученицы Карла Юнга, в самом Ростове долгое время широкой публике известно не было. Позже, когда психоанализ вышел из-под запрета, заговорили о ней, об ее удивительной судьбе. Недавно в доме на Пушкинской улице, где она жила, появилась даже небольшая частная экспозиция в память о знаменитой горожанке, которая вместе с тысячами других ростовских евреев сгинула во время второй оккупации Ростова. Сабина Шпиль-Рейн и двое ее маленьких дочерей в августе 1942 года были расстреляны здесь, в Змеевской балке. По различным оценкам, под этими холмами покоится прах 27 тысяч человек. Это самое крупное в России место массовой казни евреев времен Холокоста. Но власти Ростова по какой-то причине инициировали и добились того, что слово «Холокост» исчезло со всех мемориальных табличек Змеевской балки. Мемориал на месте казни появился лишь в 1975 году. До тех пор власти даже не разрешали евреям приходить и поминать здесь своих погибших. Змеевка чудом пережила 90-е годы. Отсюда исчезла масса элементов из черного мрамора. В 2004 году здесь появилась вот такая табличка, которая теперь хранится в мемориальной синагоге на Поклонной горе в Москве. Потому что в 2011 году мэрия Ростова вдруг вспомнила, что в Змеевке убивали не только евреев. Здесь захоронены расстрелянные подпольщики, военнопленные, коммунисты. Сюда ежегодно приезжают тысячи евреев со всей земли, хотя до сих пор установить удалось лишь 10-ю часть имен тех, кто покоится на дне этого оврага. Владимир Николаевич – архивариус Ростовской солдатской синагоги. Он 7 лет занимается восстановлением имен тех, кто погребен в Змеевке. Он мне рассказывал о том, что меня более всего поразило, что когда подъезжали до Шагубки, к рву, и туда открывали дверь и выбрасывали тела, то они использовали багры. Очень много способов умерщвления было. Есть свидетельства о том, что детям специальным раствором смазывали язык, и они в считанные минуты они погибали, расстреливали очень большими партиями. Иногда раненые вставали и вечером возвращались домой. Их с удовольствием сдавали соседи. В стремлении ростовских чиновников избавиться от слова «Холокост» Владимир Николаевич видит запоздалые попытки переписать историю. Ведь многим евреям просто не дали возможность уехать из города. Для того, чтобы выехать из Ростова, нужно было получить эвакуалист. То есть эвакуационный документ, подтверждающий его возможность покинуть пределы Ростова. И еще большая сыграла роль то, что после освобождения в ноябре месяце, после первой эвакуации,
Заявлено по всей, будем говорить, центральной прессе было о том, что мы Ростов никогда не сдадим. И евреи остались. Елена Романова. Настоящее время. Украина полностью закрывает свое небо для пассажирских самолетов из России, в том числе транзитных. Для российских ВВС запрет на появление в воздушном пространстве Украины действовал и раньше. Сейчас же ограничения касаются гражданской авиации, причем всех авиакомпаний. Это решение ответное, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Киев надеялся, что Россия отменит введенный в прошлом году запрет транзитных полетов в своем небе для украинских авиаперевозчиков, но этого не произошло. В Америке отмечают День Благодарения. По традиции в этот день на праздничном столе в качестве главного блюда запеченная индейка. Как президент Обама нарушил традицию накануне праздника? В репортаже наших американских коллег. Индюк – птица гордая. Захочет – повернется к телеобъективу передом, не захочет – распустит белый хвост. А у этих двух представителей пернатого рода есть все основания смотреть на сородичей свысока. С самого рождения их готовили к роли главных индеек Америки, которым предстоит избежать духовки огненной в День Благодарения и получить второй шанс от самого президента. Мы сначала отбираем 50 цыплят из общего поголовья. И мы их переселяем в президентский, как мы его называем, дом. Когда они вырастают до 12 недель, мы отбираем 25 лучших, чтобы потом уже из них выбрать, кто отправится к президенту. А отбираем мы их по обычным принципам. Поведению, походке, оперению, чтобы оно было красивым и мягким. Ну и, наконец, важно, насколько они общительны, как ведут себя в окружении, какие у них манеры. С манерами у этой парочки все в порядке. Любопытно, чем руководствовались в Белом доме, когда придумывали двум индюкам имена – Честный и Эйб. Игра слов мало понятна русскому уху, но очевидно любому американцу. Честный Эйб – прозвище Авраама Линкольна, 16-го президента США, который, кстати, в милосердии к индейкам замечен не был. День Благодарения, конечно, один из главных национальных праздников Соединенных Штатов и символ незыблемости американских традиций. Тем интереснее тот факт, что традиция миловать индейк – это вообще-то продукт новейшей истории. По легенде, первым помиловал индейку президент Труман, но подтверждений этому нет. А в новейшей истории установили эту традицию отец и сын, президенты Джордж Буш-старший и президент Джордж Буш-младший. Именно они превратили эту церемонию в такое светское шоу, а сами индейки превратились в персонажей, с которыми обязательно надо сделать селфи. Этим достижением сельского хозяйства по 18 недель от роду, и весят они 18 же килограммов. И хотя формально президент США милует только одну птицу, кого именно выбирают пользователи интернета, оба индюка после аудиенции в Белом доме гарантированно отправятся доживать свой пернатый век в парк Морвен, бывшую резиденцию губернатора Вирджинии, а ныне индюшачий пансионат. Это уникальное историческое место. У нас 3 музея, разные маршруты для пеших прогулок, конюшня. Но все, конечно, в первую очередь приезжают посмотреть на индеек. Они притягивают основное внимание. И мы любим заботиться о них. Каждая уникальна. И мы ждем этих красавцев тоже. В отличие от Честного и Эйба, их без малого 46 миллионам сородичей не повезло. В эти часы они замаринованы и нафаршированы, покрываются золотистой корочкой. Все-таки традиция съедать за праздничным столом, а не миловать индейк, американцам ближе. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.